Главные события уходящего четверга, 5 февраля, в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о темах. В Якутии продолжаются выездные рейды на водных объектах в рамках профилактической акции «Безопасный лед». Узнаем подробности. На страже кровно заработанных в Национальном банке Якутии наградили самых бдительных сотрудников кредитных организаций. Блюда из местной рыбы, защитные чехлы для копыт коров и растительное масло из местного подсолнечника. Узнаем, что еще разрабатывают студенты АГАТУ. Полвека уникальной истории Южной Якутии, 50 лет индустрии Севера, легендарному изданию Нерюнгринского района. Команда «Полярные волки» из Якутии вышла в третий этап Кубка ДФО по хоккею. Участие в соревнованиях, к слову, принимают 10 команд. Министерство по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения подвело итоги прошлого года и обозначило ключевые задачи на 26-й. В приоритете повышение готовности пожарных и оперативных служб, а также усиление профилактической работы с населением. Сейчас ведомство активно готовится к сезонным вызовам, ледоходу, весенним паводкам и пожароопасному сезону. Важным инструментом в борьбе с природными стихиями этого года станет привлечение специализированных самолетов-зондировщиков для мониторинга и вызывания осадков. Ставя задачу на 2026 год, наш курирующий зампред Дмитрий Дмитриевич Садовников об этом сказал. И хочу отметить, что последние события, те, которые произошли с техногенными пожарами в ряде населенных пунктов нашей республики, мы должны все-таки усилить эту профилактическую работу среди граждан, среди населения, поднять уровень безопасности и на социальных объектах жизнеобеспечения. В Якутии продолжаются выездные рейды на водных объектах в рамках профилактической акции «Безопасный лед». Мероприятия нацелены на предупреждение опасных и чрезвычайных ситуациях на реках. Подробности у Тимура Колмогорова. Сотрудники ГИМС ведут регулярные патрули на реках Якутии, в особенности на ледовых переправах и в местах выхода людей для подледной ловли. С рыбаками ведут беседу о правилах поведения на водных объектах в зимний период. Прежде чем выезжать на лед в дальние расстояния, чтобы предупреждали своих близких, где они будут находиться, также брали с собой спасательные средства, которые необходимы для обеспечения в наших условиях климатических, так как сейчас у нас очень холодно, нужна теплая одежда, также согревающие средства, это обязательно спички, либо керосин какая-нибудь. И главное, если вы потерялись в ночное время суток на реке Лена, чтобы прежде чем куда-то вы двигались, чтобы предупреждали, в каком направлении вы будете двигаться, чтобы экстренные службы вас в кратчайшие сроки обнаружили. Кроме того, сотрудники ГИМС предупреждают водителей и рыбаков о случаях отравления угарным газом в машине, накрытых портативным гаражом. Информируем людей, которые выезжают на автомобилях. Если вы накрываете портативными гаражами Наташа, у нас такие случаи бывают, когда выезжают люди и идут согреваться, засыпают и не могут проснуться, бывают летальные исходы, чтобы, если вы зашли в автомобиль, чтобы портативные гаражи обязательно снимали, находились без них и приоткрывали в автомобиле стекла, чтобы салон проветривался. Помимо профилактических бесед и патрулей, также повсеместно ставятся предупреждающие и запрещающие знаки. Всего с начала года акцией было охвачено около 3500 человек. Следуя необходимым правилам, можно спасти жизнь себе и другим. Тимур Колмогоров, Айлита Махно, Нижний Бестях, Якутск. В селе Тас-Юрях Мирнинского района активно ведется строительство многофункционального культурного центра, который станет важным социальным объектом для местных жителей. Проект строительства МФКЦ включает в себя современные залы для занятий, библиотеку, а также пространство для досуга и общения. Ожидается, что культурный центр станет местом притяжения для всех взрослых и возрастных групп, способствуя развитию культурной жизни села и укреплению общественных связей. Открытие запланировано на август этого года. Местные жители с нетерпением ждут этого события. Сейчас полностью установлен каркас здания, и подрядчик завозит сейчас материалы, чтобы собрать этот весь комплекс.
Конечно же, мы очень надеемся, что строители уложатся в сроки, которые были по контракту, а это август этого года. Ленский район посетила делегация профсоюзов республики во главе с ее председателем Николаем Дегтяревым. Работала группа в городе 2 дня, были проведены встречи с коллективами, состоялись диалоги, прошли семинары. Подробности далее. Главным пунктом визита делегации профсоюза республики стало подписание соглашения о сотрудничестве между Федерацией профсоюзов и администрацией Ленского района. Мы провели разговор с главой района, подписали новое соглашение о сотрудничестве в части поддержки профсоюзного движения в вашем районе. Ну и, конечно же, если какие-то возникают вопросы, обсудить их на нашем уровне. Программа визита была обширной. Члены делегации провели встречи с трудовыми коллективами предприятий, во время которых обсуждались вопросы трудового законодательства и коллективного договора. В целом, если говорить по Ленскому району, у нас проблема по охвату профсоюзного членства невысокий, хочу отметить. И, конечно же, мы с нашими отраслевыми профсоюзами этот вопрос будем обсуждать. Как мотивировать людей к вступлению в профсоюз. На самом-то деле от этого выигрывают и работники, и работодатели тоже. Так, например, из коллектива Ленской ЦРБ численностью более 700 человек только 50 состоит в профсоюзной организации. Остальные не состоят из-за того, что сейчас все равно оно как-то повышение зарплаты идет. Человек, который привык получать маленькую зарплату, сейчас вот на 1-2 ставки где-то подрабатывает. Это действительно 1%, это зависимая сумма получается. И экономит, очень экономит, но не понимая того, что эту зарплату им повышают профсоюз, хотя когда идут все вот начисления, все полностью это за счет профсоюза. Ну и не понимая того, что профсоюз может отстаивать их права. Плюс ко всему вышеперечисленному члены профсоюзной организации получают еще кучу бонусов и поощрений. Есть компенсационные выплаты по материальной помощи. У нас сейчас новые в колдоговор мы внесли свадебные сертификаты. Также идет санаторно-курортное лечение, отдых. И также есть у нас сейчас дисконтные карты того, что вот мы заказали. У нас есть, можно по всей России с 25-30% скидкой. Члены профсоюза могут уже также пройти обследование в инвитро. Также рабочая группа провела семинар-совещание. В нем приняло участие более 50 человек. Время сегодня не стоит на месте. Постоянно вводятся нововведения в законодательстве. Поэтому проведение семинаров необходимо, чтобы работники профсоюзных организаций знали и внедряли новшества в работу. И профактивы заряжают на работу, придают уверенности, бодрости, что профсоюз это очень важно, когда мы все вместе, то есть мы можем свернуть горы. В завершении визита члены делегации провели бесплатные консультации для ленчан по вопросам трудового законодательства. Светлана Болева, Виталий Андреев, Ленск. На страже кровно заработанных в Национальном банке Якутии наградили самых бдительных сотрудников кредитных организаций. Специалисты предотвратили преступления, заметив, что клиенты находятся под психологическим воздействием кибермошенников. Подробности далее. Нам клиентка, бабушка в возрасте обращается и говорит, что мне нужно отправить своему знакомому в Сирию помощь за денежные средства. И мне нужно оформить кредит. И таких удручающих историй каждый из присутствующих в зале может рассказать вагон и маленькую тележку. Технологии развиваются, а вместе с ними в ногу со временем шагают и преступники. Новомодное слово «кибермошенничество» уж очень плотно вошло в наш лексикон. И последний, кто может спасти жертву и его нажитые честным трудом средства, это сотрудник банка. Тихая, но очень важная работа, достойное признание. Очень приятно, конечно, и неожиданно было. Мы очень рады, что оценили работу. Сказать спасибо специалистам кредитных организаций есть за что. Посмотрим на статистику. В 2024 году из-за аферистов якутяне потеряли больше миллиарда рублей. В ушедшем же году показатель снизился до 800 миллионов. Да, цифра все еще внушительная, но улучшение налицо. Отмечают это и в правоохранительных органах, и в Национальном банке республики. Вникая, обращая внимание на какие-то особенности в поведении клиентов, в его речи,
вникая, подбирая слова и, может быть, даже терпеливо убеждая и раскрывая риски, которые присущи вот той операции, которую клиент просит осуществить. И часто дело действительно касается тонких материй, ведь от сотрудника банка требуются не только навыки в финансовой сфере, но и проницательность, человечность, неравнодушие к чужой беде. Общаясь, выявляя потребности клиента, да, мы распознаем, мы еще как психологи работаем, да? Когда мы общаемся с клиентом, мы уже должны понимать, что происходит с клиентом, на какие цели берет кредит, либо отправляет денежные средства свои, да? Но возлагать всю ответственность на банковских работников было бы неправильно. Чтобы не стать очередным печальным случаем в сводке интернет-преступлений, в первую очередь нам самим нельзя терять бдительности. Ржана Гармаева, Станислав Потапов, Якутск. Высокие технологии в холодной республике. Глава Якутии Айсен Николаев встретился с местными разработчиками в области искусственного интеллекта. Специалисты рассказали о своих проектах. Они охватывают разные сферы, от системы мониторинга деградации многолетней мерзлоты до голосового помощника, говорящего на якутском. Поговорили и о планах на будущее. В первом квартале этого года завершится разработка стратегии развития искусственного интеллекта в республике. Мы услышали слова поддержки, да, поручения, которые будут нам очень ценно помогать, как раз таки в части масштабирования. Сегодня посмотрел разные проекты, да, действительно, конечно, это новая технология, искусственный интеллект, да, и вот та база, которая сформирована за эти годы в нашей республике, она позволит выйти на другой уровень, как раз таки в технологиях искусственного интеллекта. И все вот эти возможности в нашей компании имеются. В преддверии Дня российской науки, который отмечается 8 февраля, в Северо-Восточном федеральном университете прошло торжественное заседание. На нем собралась научная общественность региона, где были вручены почетные грамоты, благодарственные письма и нагрудные знаки ученым за их вклад в развитие науки. Студентам и магистрантам, в свою очередь, вручили стипендии Госсобрания Илтумен и благодарственные письма от ректора СФУ. Также в рамках мероприятия организована выставка научной библиотеки, посвященная 70-летию основания Якутского госуниверситета. Дни науки у нас начались со 2 февраля по 7 февраля, они пройдут. В рамках этих мероприятий мы, конечно же, уделяем большое внимание популяризации научного знания, вовлечению талантливой молодежи в сферу науки и разработок. Мы будем чествовать наиболее результативных наших исследователей, преподавателей, аспирантов, студентов, которые в 2025 году достигли высоких результатов в реализации научных проектов, публикационной активности, стали победителями, призерами различных международных научных конкурсов, конференций и так далее. Блюда из местной рыбы в меню социально значимых учреждений, защитные чехлы для копыт коров и растительное масло из местного подсолнечника. Расскажем о разработках студентов, аспирантов и сотрудников Арктического государственного агротехнологического университета. Те, кто содержит в хозяйстве коров или является фермером, часто сталкиваются с проблемой травматизма копыт. Повреждения конечностей животное получает, преодолевая путь к пастбищам, набредая на металлолом, стекло или острые камни. Травмы не только причиняют животным страдания, но и приводят к значительным экономическим потерям из-за снижения продуктивности. Для решения этой проблемы группа студентов разрабатывает защитные чехлы для копыт. Хозяйства уже заинтересовались в том, что это выглядит перспективным, так как его цена вполне обоснованная, потому что фермер, когда приобретает нашу продукцию, он задумывается не о расходах, а скорее о страховке. Ведь когда корова получает травмы, ее удой уменьшается на 10, а то и 30%. Его эффективность заключается перед обычным бинтом в том, что он многоразовый. Аспирант Зоя Готовцева 3-й год работает над проектом по разработке и внедрению в меню социально значимых учреждений вторых блюд из местной рыбы. Все исследования по содержанию в рыбе микроэлементов проведены. Сейчас ведется работа над нормативной и технологической документацией.
Надо сказать, что местная продукция, она очень натуральная. И помимо этого, из-за того, что она натуральная, она богата микроэлементами. Особенно рыба местного производства, это вот омуль, муксун, пеледь, очень сильно богата вот селен. Селен – это микроэлемент, который считается как помогающий организму от воспалительных процессов. Это даже можно сказать, что это помогает от предупреждения онкологических заболеваний. АГАТУ совместно с Институтом органической химии и МГУ работает над проектом по производству растительного масла холодного отжима из местных подсолнечников. Мы из настоящих семян подсолнуха, значит, благодаря консультации академика Российской академии наук Алексея Павловича Глинушкина, мы впервые стали применять биопрепараты и новые агротехнические способы приема посева и возделывания подсолнечника в условиях криолитозона нашей Якутии. Поэтому в прошлом году мы собрали такие семена, которых можно будет выжимать масло. Сейчас уже в связи с глобальным потеплением климата семена созревают. И это лишь малая часть реализуемых проектов в университете. Молодые ученые активно участвуют в конференциях и форумах, публикуют научные работы, развивают исследовательскую деятельность. Сегодня на прилавках магазинов республики, в заведениях общепита и во всей аграрной сфере активно используют разработки университета. Марфелина Алексеева, Екатерина Амосова, Станислав Потапов, Якутск. Накануне во всем мире отметили День борьбы против рака. По распространенности онкология занимает второе место после сердечно-сосудистых заболеваний. В России ежегодно выявляется не менее 500 000 случаев злокачественных новообразований. Излечим ли рак и можно ли от него уберечься, узнали наши коллеги из Алдана. Почему возникает рак? Причин, по которым происходит перерождение клеток, множество. В числе основных специалисты называют как наследственность, так и поведенческие факторы. Спровоцировать развитие злокачественных новообразований могут и некоторые заболевания. В Алданском районе на учете у врача-онколога состоят порядка 1000 человек. В общей структуре онкозаболеваемости превалируют несколько видов рака. У женщины рак молочной железы, шейки матки, рак кожи. У мужчины рак предстательной железы, тоже кожи, и рак ободочной кишки. В Алданском районе онкологические пациенты получают процедуры как в стационаре, так и в условиях Центра амбулаторной онкологической помощи, который с 2019 года работает на базе городской поликлиники. Лечение рака не бывает простым и быстрым. В зависимости от препаратов, их доз и комбинаций, а также от особенностей организма, возможны тяжелые побочные явления. Однако пациент должен четко выполнять все рекомендации. Лечение вообще назначается не одним онкологом, это всегда коллегиально, через комиссию это все назначается, специализированное лечение. Но от пациента настрой желательно и плюс сопутствующие заболевания, чтобы они были в стадии ремиссии, желательно, да. Все от этого зависит от настроя, от состояния пациента, сможет он лечение наше выдержать. После клинического излечения обязательным станет наблюдение у специалиста. Кроме того, человеку придется полностью пересмотреть свой образ жизни и, вероятно, в корне изменить многие привычки. Сегодня возможности борьбы с онкозаболеваниями обширны, однако рак стопроцентно излечим лишь до определенного размера новообразования и распространенности метастазов. Необходимо отметить, что в 40% случаев онкологию можно предотвратить грамотной профилактикой. Отказ от алкоголя и курения, контроль питания. Также в летний период времени обязательно защищайте кожу. Раз в год необходимо проходить медицинское обследование для своевременного выявления и лечения возможных заболеваний. Это диспансеризация, ежегодное проведение флюорографии. На ранних стадиях новообразование выявляется только с помощью медицинской диагностики. В запущенных же случаях эффективность лечения окажется гораздо ниже. Диспансеризацию необходимо проходить ежегодно. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. С 2024 года во Владивостоке с помощью федеральной субсидии «Регион для молодых» работает креативное пространство «Молодежь Приморья», где находятся лаборатории, мастерские, а также проходят образовательные лекции. В данном пространстве можно получить бесплатную консультацию от экспертов по созданию собственных настольных игр, а также попробовать создать свой прототип сувенирной продукции. Как отмечают сотрудники, реализации идей молодежи в пространстве имеется все необходимое оборудование от различных принтеров до фотостудий.
Главной задачей нашего центра, я считаю, обучение и поддержку. То есть к нам можно прийти и получить определенные навыки. Мы работаем с автономной молодежью над созданием проектов. Также мы занимаемся развитием молодежных сообществ и поддержанием социальных инициатив. У нас достаточно оборудования для создания полиграфии любой сложности. И одной из первых лабораторий мастерских, в которой мы обучали молодых специалистов, была про создание настольных игр. Мы разработали несколько настольных игр. То есть мы научились их делать сами. То есть от идеи до коробки и упаковки всех элементов, в общем-то. И уже потом на основании этого написали лекционный курс, по которому вели обучение. Команда «Полярные волки» из Якутии вышла в третий этап Кубка ДФО по хоккею. Участие в соревнованиях принимают 10 команд в возрастной группе до 11 лет. Кубок стал первым крупным стартом для якутян, но они уже показали себя как весьма перспективные спортсмены. Тему продолжит Сырглана Неустроева. Хоккей – это суровый вид спорта, и воспитывает он таких же ребят. Не щедрых на слова, но на действия. Такой, например, Илья Тумаков, 10-летний спортсмен, вошел в десятку лучших бомбардиров минувшего турнира Кубка ДФО, набрав 13 очков. Мальчик признается, в хоккее ему нравится абсолютно все. Я был в садике, у меня был друг там, он занимался хоккеем, я резко, сам тоже захотел. И вот я у родителей попросил. Мы все договорились, и в итоге я начал заниматься. Но хоккей – это командная игра, и здесь важен результат команды. Так, по итогам минувших этапов Кубка ДФО ребятам удалось уверенно закрепиться в середине турнирной таблицы, обыграв соперников из Тынды со счетом 9-4. При этом соревнования стали первым крупным стартом юных волков. Могли бы, конечно, хотелось и лучше, хотелось стать первыми, но в принципе достойный результат, 3-е место. Призовые места. И получается, сейчас мы ждем, у нас получается 2 группы разных. Все, мы ждем, как сыграют в первой группе, уже будет известно, в какую группу мы попадем, то есть в сильную группу или группу послабее. У нас сейчас очень много воспитанников наших играют в разных командах в России, на хорошем достаточно уровне. А это значит, что и у наших ребят тоже все только впереди. Сейчас команда набирается силы, активно тренируется перед предстоящими играми. Позади 2 тура, 3-й станет финальным. Он и определит чемпиона Дальнего Востока. Сырглана Неустроева, Виктор Дичковский, Якутск. В Госдуме объяснили, почему рабочие пятницы перед 23 февраля и 8 марта не будут сокращенными. В этом году предпраздничные рабочие дни в феврале и марте пройдут в обычном режиме без сокращения на 1 час. Депутат Госдумы Светлана Бессараб объяснила, по закону рабочий день сокращается только в том случае, если он непосредственно предшествует праздничной дате. Поскольку 23 февраля выпадает на понедельник, а 8 марта на воскресенье, рабочие пятницы перед ними не являются предпраздничными. 50 лет индустрии Севера, легендарной газете Нерюнгринского района. На ее страницах полвека уникальная история Южной Якутии. Как сегодня живет издание, заставшее не одно поколение нерюнгринцев, расскажут наши коллеги. Спустя 3 месяца после рождения города Нерюнгри на свет появилась газета «Индустрия Севера». Она была призвана знакомить жителей нового города с местными новостями, рассказывать о выдающемся труде первостроителей и всех значимых событиях, происходивших в Нерюнгринском районе. И сегодня эти традиции продолжаются. У нас создаются тексты, созданные человеческим умом, сердцем и душой, как я люблю говорить, потому что у нас сейчас тексты создаются не душой, а техникой, машиной. А тут это тексты, которые сегодня стоят на страже и русского языка, и в целом традиционных ценностей, в целом общей культуры человеческой. На теплом мероприятии юбилея газеты собралось немало гостей. Каждый из них знаком с текстами родной индустрийки. Работники редакции, привыкшие оставаться за кадром и свидетельствовать успехи и достижения других, оказались по другую сторону торжества и стали его героями. Принимали слова благодарности, пожелания, награды и доказательства от своих читателей того, что в современную эпоху газета остается интересной как на бумаге,
так и в цифровом пространстве. Сегодня газета трансформируется, неизбежно трансформируется в цифровое пространство, но и нашей задачей по-прежнему остается сохранение любимой печатной газеты, которая востребована у наших читателей. И мы, конечно же, будем делать все, чтобы индустрия Севера была популярна на любых площадках, будь то бумага, либо какие-то новые социальные сети. Индустрия Севера продолжает писать о том, чем живет район и что его волнует. Рекордах угольной промышленности, ремонтах школ, дорог, больниц, новых домах, достижениях школьников, поддержке СВО и многих других темах. Проблемы или успехи, подсвеченные в этих материалах, находят отклик в сердцах читателей сегодня, так же, как и 50 лет назад. Екатерина Павлова, Андрей Гаянов, Нерюнгри. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи.